Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». У микрофона Елена Костылева. Здравствуйте. Программу представляет интернет-портал банкиоренбурга.ру, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. Оренбургский региональный филиал Россельхозбанка сделал необычный подарок участникам Международного экономического форума «Оренбуржье сердце Евразии», пригласив на одну из площадок специального гостя, известного российского и международного бизнес-консультанта Наталью Вишневскую. Дискуссия в рамках форума называлась «Брендинг территории». При общении с журналистами Вишневская особо поблагодарила оренбургский филиал Россельхозбанка и заявила, что их приглашение было приятным и неожиданным. «Наша компания много работает в регионах», – подчеркнула эксперт. «Я искренне убеждена, что именно регионами будет прирастать мощь России. Само амбициозное название «Оренбург сердце Евразии» заставило меня принять приглашение. Я хотела донести до участников нашего разговора самое важное в построении бренда. При этом не важно, что за бренд – регион, бизнес или название товара», – добавила Наталья Вишневская. Никобанк снизил ставки по ипотечным кредитам. Снижение коснулось всей линейки как первичного жилья с господдержкой, так и вторичного, а также кредитов на покупку жилых домов с земельными участками. Понижая ставки по вторичному жилью, банк сейчас высоко оценивает его потенциал для покупки. Так, за последние 2 года цены на квартиры значительно снизились, и сейчас у людей есть отличная возможность приобрести жилье по низким ценам. Тем более, что процентные ставки по ипотеке в Никобанке уже вернулись на докризисный уровень. Также Никобанк снизил ставки и на покупку коммерческой недвижимости, цены на которую за последнее время также пережили значительное понижение. Покупать недвижимость сейчас, когда она находится на дне, стало не только выгодно, но и перспективно, считают в Никобанке. ВТБ успешно завершил строительство центрального участка западного скоростного диаметра. 2 декабря в присутствии президента России Владимира Путина состоялась церемония открытия. Строительство уникальной скоростной внутригородской магистрали в Санкт-Петербурге, имеющей федеральное значение, завершено. Стоимость проекта составляет более чем 120 миллиардов рублей. По словам Андрея Костина, группа ВТБ приняла активное участие в строительстве самой современной автомагистрали России – западного скоростного диаметра. Этот проект является крупнейшим в мире примером государственно-частного партнерства в сфере строительства платных дорог. Проект решает значимые инфраструктурные задачи Санкт-Петербурга, становится частью федеральной транспортной системы. Все больше людей зарабатывают на своем хобби. Авторское фото, эксклюзивные сувениры, дизайнерские украшения сегодня пользуются повышенным спросом. Торты на заказ, пирожки к праздникам, любая выпечка ручной работы по рецепту вашей бабушки будет востребована, особенно перед праздниками. Несколько удачных заказов, фотографий довольных заказчиков в социальных сетях и сарафанное радио будет приводить все новых и новых клиентов. Приобрести необходимое оборудование можно с кредитом от Сбербанка с пониженной ставкой 13,9%. А получить профессиональные консультации по ведению предпринимательской деятельности, а также пройти бесплатные тренинги можно в Центре развития бизнеса Сбербанка. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал Банки Оренбурга, интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.